В современных условиях весьма важной является проблема сохранения и оздоровления среды окружающей человека. Особенно это важно в период развития всех видов транспорта и ежегодного повышения тонуса городской жизни. Важную роль в решении этой проблемы играет озеленение. Так, на одной из центральных улиц столицы можно увидеть очень необычный дом, практически полностью утопающий в зелени. Жасмин, заменяющий высокий бетонный забор, и сам фасад дома на улице Академика Марра. Принадлежит это красивое строение президенту Федерации шахмат Абхазии Константину Тужба. Здесь уже 4-й раз проходит выставка «Сухум. Озеленение городской среды». По словам Константина Тужба, цель мероприятия – привлечь внимание горожан и призвать их превратить Сухум в чистый и цветущий город. Моя деятельность – это частица огромной деятельности, которые проводят и городские власти, и население тоже. Я не первый, но тем не менее вот я стараюсь это делать, и чтобы любой гость любой страны мира приехал и пришел сюда, и чтобы нам не было стыдно. А это стало достопримечательностью города. Конечно, мне, моей семье это очень приятно. И туристы уже приезжают, они включили свои маршруты посещения этого дома. Это все направлено. Главное, чтобы это перенимали другие. Выставку посетили и гости нашей столицы. Случайные прохожие не смогли пройти мимо дома Тужба и не задержаться здесь, чтобы полюбоваться со вкусом оформленными композициями. Сразу заметила этот дом, думаю, какой хозяин молодец. И настолько с любовью он к этому всему относится. Конечно, это заслуживает огромного уважения. Здесь есть как многолетние растения, так и однолетние. Герань, петунии, вербена, гортензии, анютины глазки, хризантемы, жасмин, розы и многое другое радуют глаз. Учитывая климатические условия в Абхазии и давние традиции озеленения, в республике все дома должны утопать в зелени и цветах, говорят гости выставки. А здесь вот просто волшебный сад. И шикарное очень разнообразие растений. И мне прям вот очень хочется что-нибудь, черенки какие-нибудь взять. Сухум очень красивый город, его нужно озеленять. Здесь много, конечно, разнообразных растений уже, но вот нужно, конечно, тротуары, да, это у нас больная тема, да. Но вот если каждый перед своим домом разобьет вот такую клумбочку, это же будет... приятно, это всем будет приятно. Очень красиво. Я вообще давно хотела попасть. Слышала об этом и видела, когда мимо проезжала. Очень красиво, очень нравится. И аура замечательная. Вообще хорошее такое культурное событие для города, я считаю. Потому что и когда люди приезжают к нам сюда, им тоже интересно посмотреть, ведь когда из России приезжают, многих из этих цветов там нет, и для них это что-то новое, интересное. Впервые соорганизатором выставки стала торгово-промышленная палата Абхазии. Для нас это возможность расширить горизонты и также привлечь предпринимателей данной сферы. Мы также надеемся на дальнейшее сотрудничество. Зачастую некоторым людям сложно содержать в чистоте свой подъезд, двор или улицу. Однако есть горожане, которые заботятся об окружающем их пространстве, следят за чистотой и наводят красоту. Жительница столицы Светлана Думава с гордостью рассказывает и показывает растения, которые она и ее соседи посадили и вырастили совместными усилиями. Сирень, роза, астра, жасмин, агава и еще много других прекрасных цветов, создающих уют и радующих глаз прохожих. Тем временем в Сухуме продолжаются работы по благоустройству парков и скверов. Сейчас очень вплотную занимаемся омолаживанием наших зеленых насаждений. В силу каких-то обстоятельств нам пришлось вырубать большие старые деревья там по разным обстоятельствам. После стихийных бедствий, там просто старовозрастные. Если говорить конкретно, то на улице Абазинской, например, очень такая масштабная работа провелась, завершили ремонтные работы по асфальтированию дорог, по замене коллектора, ливневки. И теперь мы высадили там вместо камфорных лавров, которые мы вынуждены были спилить, посадили магнолию, крупнолистную магнолию. У нас более 50 корней, высажено 55 где-то. Вот. И сейчас на следующий уже посадочный сезон мы будем еще досаживать.
На набережной Махаджиров было высажено много однолетних растений, а на площади Багапша выстроились в ряд апельсиновые бонсаи. Проновские организации изъявили желание, мы подобрали им посадочный материал, и на набережной, это на территории, прилегающей к нашей национальной библиотеке, высадили около 25 сиреней цветущей. 20 корней эвкалиптов мы высадили на имама Шамиля, 10 и 10 по улице Воронова. В преддверии 9 мая Институт ботаники подарил администрации города 100 корней туи, малочисленный род вечно зеленых деревьев. Деревья были высажены на аллее рядом с памятником неизвестному солдату. А также совсем недавно 100 корней гортензии было высажено на улице Леона от станции ГУМа до администрации города. Я вижу, что с годами горожане начинают дорожить и ценить. Я помню, если мы первые годы, то есть конкретно я за себя могу сказать, мы сталкивались с такими ситуациями, когда, допустим, сегодня произведем высадку, а завтра утром их просто нет. Бывало, когда была такая критика жесткая со стороны горожан, там они нам подсказывали, как нужно лучше сделать. А сейчас я наблюдаю такую картину, что люди начали дорожить. Наведение чистоты и порядка в любом городе – это каждодневная и упорная работа коммунальных служб. Но они не всесильны. Им на помощь должны прийти горожане. И только общими усилиями можно сделать свой город чистым и красивым. Сария Кварцхеля, Михаил Братухин, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.